Самое страшное, наверное, равнодушие. Равнодушие приравнивается к преступлению. Все, что происходит в нашей стране, и как бы посидеть, посмотреть как посторонний наблюдатель не хочется. И есть у нас свое видение развития нашего государства. И для того, чтобы реализовать, президентская должность – это не самоцель. Это всего лишь инструмент для реализации своих каких-то там планов. Планы, касающиеся именно нашего государства. Изменение Конституции – это не главное. Главное, надо изменить ситуацию. Надо изменить жизнь. Мне больно смотреть, почему Кыргызстан всегда ходит протянутой рукой, прося помощи. Я хочу, чтобы Кыргызстан стал самодостаточным, сильным, единым, неделимым государством. Наши стратегические партнеры – это ближайшие соседи, это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, это, безусловно, Российская Федерация. А Россия всегда была, есть и останется как бы центром притяжения. Как вы думаете, в этот раз два наших главных партнера, с которыми мы постоянно сверяем свои часы, Россия и Казахстан, они будут точно так же ставить на какого-то кандидата? Или это будет уже другое влияние, более последовательное? Здесь не надо думать, что они защищают свои интересы. Я еще раз скажу, что у нас коллективные интересы. Коллективные интересы. Безопасность и стабильность в Кыргызской республике это косвенно будет отражать, конечно, стабильности и безопасности таких государств, как Казахстан, Узбекистан, Россия, Таджикистан. Безусловно. Безусловно, они будут заинтересованы, чтобы в Кыргызстане была стабильность. Кыргызстан был предсказуемым государством. В этом они заинтересованы. Безусловно, будет играть. Безусловно. Любое государство будет заинтересовано, чтобы ближайший сосед, и тем более такой сосед, как Кыргызстан, который является стратегическим партнером, они заинтересованы, безусловно заинтересованы. Это общие интересы наши. И, естественно, будет влиять. И ничего зазорного в этом нету. Наоборот, мы должны гордиться и радоваться, что есть такие наши соседи, которые будут играть определенную роль в развитии нашего государства. Это благо, если хотите. Это богатство наше. Это неотъемлемая часть нашего исторического развития. Я, может быть, слишком глубоко зашел, но это факт. Это неотъемлемая часть нашего развития. Если мы хотим, чтобы Кыргызстан стал самодостаточным, нормальным, суверенным государством, мы должны не только свои интересы защищать, но и защищать интересы наших соседей. Мы являемся членами Организации договора о коллективной безопасности. И, безусловно, Кыргызстан должен вести свою внешнюю политику, сверяя часы, как вы говорите, именно с нашими партнерами. И не во вред, ни в коем случае. В первую очередь будем защищать свои государственные интересы, национальные интересы будем защищать. Но я еще раз говорю, что Кыргызстан является неотъемлемой частью целого Евразийского континента. А внутри Евразийского континента есть такой дом, Евразийский дом. И мы должны вести себя адекватно. Вы рассчитываете на поддержку Российской Федерации? Конкретно меня? Да, или на поддержку Казахстана? И Российская Федерация, и Казахстан, и Узбекистан, и другие государства, они, я еще раз говорю, что будет поддерживать не конкретно кого-то, а конкретно нашего государства, нашего народа. Они будут поддерживать. А кто будет проводить такую политику, безусловно, наверное, будет оказана поддержка. Получается так, что они будут смотреть на того кандидата, кто сможет обеспечить эту стабильность и безопасность. Так что как бы трудно не было, кыргызские политики за последнее время потеряли всякую веру.
Понимаете? Не только внутри самого Кыргызстана, со стороны народа потеряно всякое доверие. Элементарное, малейшее доверие к государственным институтам власти, оно потеряно. И равно также потеряли всякое доверие своими безответственными какими-то там движениями, потеряли доверие со стороны наших партнеров. Они потеряли. Договора, которые подписываются между странами, она не соблюдается. Заявление, которое делается, она не соблюдается. Безусловно, день за днем теряется всякое доверие. Наша задача сейчас возродить это доверие, восстановить эти доверия. Очень тяжело будет. Ваша задача. Да, очень тяжело будет. Почему? Потому что войти в доверие очень тяжело. А выйти из доверия – это за долю секунд. Это тяжелейшая ноша. Очень тяжелейшая ноша. Самый лучший опрос – это напрямую общаться с народом. Это самый лучший опрос. Я за последние, скажем, 7-8 месяцев 2 раза объехал всю страну. И я чувствую, я общаюсь. Это хорошо тогда, когда заказывают. И кто заказывает, тот и платит. И можно любой рейтинг нарисовать. Нисколько не принижая роль исследовательских каких-то там институтов, это я все равно за собой оставляю, это прямое общение с населением, с народом. И судя по нашим беседам, слишком завышенное, скажем, 50% доверяет, я такого не чувствовал нынешнему правительству. Государственным институтам власти тем более. Так что я очень скептически отношусь к таким вопросам, социологическим. Заказываем ли мы иногда по конкретному вопросу заказываем. Не для того, чтобы узнать свой рейтинг, а для того, чтобы что сегодня волнует народ. Какие вопросы считают они на сегодняшний день архиважными. Для этого мы проводим опросы, да, безусловно. Мы как крупнейшая партия политическая в Кыргызстане проводим систематически такие опросы. По нашим опросам, что сегодня волнует народ? Не политика волнует, волнует социально-экономическое положение. Это в первую очередь. Подорожание цены на ГСМ больше всего волнует крестьян. У нас более чем 65% проживают в сельской местности. Их волнует сегодня именно ГСМ. Как они будут убирать. И когда, и почем, куда будет реализовать свою продукцию. Основными поставщиками ГСМ для нашей страны были и есть, это Казахстан, это Россия. Если будем проводить нормальную, разумную политику экономического характера, политику, значит, геополитического характера, геостратегического характера, то я абсолютно уверен в том, что можно найти взаимоприемлемые, взаимовыгодные пути решения этого вопроса. Не все связано с экономикой. Нет, не все. Есть нечто такое. Это человеческое отношение. Это доверительное отношение. Это родственные отношения. Я в этом нисколько не сомневаюсь и уверен, и убежден в том, что при правильном выборе вектора внешней политики Кыргызстан может жить намного лучше, чем сегодня живет. Выборы, вот эти выборы президентские, они будут переходным этапом? Или они все-таки уже... Хватит уже переходить. Вы думаете, что они будут важными, такими знаковыми? Это будет важными, знаковыми событиями, быть или не быть. Хватит уже экспериментировать. Все государства уже давным-давно перешли, а Кыргызстан до сих пор переходный этап. И президент переходный, и власть переходная. Ну что это такое? Надо создавать нечто стабильное. Ну вот вы в себе видите силу создать стабильное? Больше, чем вижу и больше, чем уверен. Если бы не было у меня такой веры, убежденности, я бы не стал бороться за это. То есть, вот смотрите, Александр Иванович, вы себя ассоциируете сейчас
общереспубликанским политикам, ну, потому что 30, уже 43 кандидата, ну, 42 там. Вот. И каждый из них, в принципе, ассоциируется с определенным регионом. Ну, вот так получилось. И только несколько из них могут ассоциироваться с общереспубликанским просто потому, что имеют большой опыт работы и во властных структурах. Вот вы лично себя воспринимаете как общереспубликанский политик, и население, ваш электорат, воспринимает вас как? Как? Это еще с начала 90-го года Мадумаров является общенациональным, общегосударственным человеком. И я нисколько в этом не сомневаюсь. Я еще раз говорю, что опираясь на реакцию народа, где бы я ни бывал, и в Нарыне, и на Иссык-Куле, и в Таласе, и в Баткене, и в Аше, в Джалабаде, Мадумарова воспринимает как общенационального, общегосударственного человека. Я вышел за рамки одного района или одной области. Я гражданин кыргызского государства. И в этом отношении я себя не причисляю ни к какому региону. Я кыргызстанец. Я гражданин кыргызского государства. Если хотите, за рамки кыргызского государства тоже хочу выйти. Я гражданин Советского Союза. Я горжусь. Многие сейчас косо смотрят на это. Косо смотрят. Но я в душе, пусть это будет 20 лет, пусть это будет 40 лет, пусть это будет 50 лет, я горжусь, что я был гражданином Советского Союза. Я был гвардии старшиной советской армии. Я был советским студентом. Я горжусь этим. И такого богатства, такого багажа, как Советский Союз давал мне, никто не даст. И никто не даст. И наши усилия должны быть направлены не на разъединение, а на объединение. И в этом отношении у нас есть великолепная площадка. И причем эта площадка была создана усилиями патриарха, можно сказать, политика Советского Союза, одним из патриархов. Это Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он является архитектором евразийского сообщества. И в этом отношении ключевую роль, безусловно, играет Россия. Без России ни одна международная себеуважающая организация не может существовать. И мы должны четко это понимать. Мы должны действовать не из-за безысходности, а из-за необходимости. Понимаете разницу между безысходностью и необходимостью? Мы должны сами стараться укреплять это сообщество, обогащать это сообщество, сближать, цементировать это сообщество. Если мы хотим будущее иметь, будущее только с нашими друзьями. А вот, например, как вы относитесь к более дальним внешнеполитическим партнерам, таким как Соединенные Штаты, например, Евросоюз? Ну, Кыргызстан является, знаете, Кыргызстан является частью мирового сообщества. Кыргызстан является членом Организации Объединенных Наций, как суверенное самостоятельное государство. Но это де юре. Это де юре. Де-факто мы все зависимы друг от друга. Мы абсолютно зависимы все друг от друга. Та же Америка, сегодня стоит вопрос, сможет ли обеспечить внешние долги или нет. Пожалуйста, они тоже зависимы. И не бывает ни одного государства, которое мог бы жить самостоятельно, независимо друг от друга. Нет, такого не бывает. Другое дело – степень зависимости. Насколько зависим? Это уже второй вопрос. И, безусловно, мы будем сотрудничать в рамках ООН со всеми государствами, которые входят в Организацию Объединенных Наций. Но будем опираться на заветы наших предков. У кыргызов есть великолепная пословица. Близкий сосед лучше, чем дальний родственник. Понимаете? А ближайшими соседями по ментальности, по мировосприятию, по философии, по мировоззрению, по мироощущению Советский Союз намного ближе. Вы сами задали вопрос, сможет ли каким-то образом повлиять Россия, Казахстан на исход выборов. У нашего народа, спросите, пожалуйста,
Куда они будут ориентироваться? Я вам скажу, 99,9% скажет Москва. Конечно. Москва. Это сегодня. А что произойдет лет через 15, это уже тяжело. Наше поколение, наверное, является именно тем звеном, который преемственность могут обеспечить, передать следующему поколению. Вот, допустим, сейчас 20-летние не понимают Курскую дугу, Сталинградскую битву, Ленинградскую блокаду, битва за Москву. Они не понимают. Мы сегодня говорим, что наши выиграли чемпионат Европы или чемпионат мира по хоккею, там, по футболу чемпионат мира. Наши выиграли, дети не понимают, кто такие наши выиграли. Когда мы говорим, что сборная России выиграла, говорят, какие они наши. И они, подрастающее поколение, не понимает, почему в 2014 году в Сочи будут проходить зимние Олимпийские игры, и мы наблюдали, следили, кто выиграет, Корея или Сочи. И когда мы начали праздновать, что мы выиграли, им этого не понять. Как это мы выиграли? У нас до сих пор уже на генном уровне сидит чувство Советского Союза, чувство братства, чувство братства. И накануне Великой Победы георгиевскую ленту покупаем, там завязываем, ездим и празднуем. Подрастающее поколение этого не понимает. Чего мы празднуем? С чего это так? И очень тяжело, если вот эти вот ценности мы упустим, и мы не сможем передать. Очень больно будет тогда, когда смотришь фильм «Освобождение» и радуешься, в некоторых местах хоть 40-й раз смотришь, иногда плачешь. И им этого не понять. Это самая опасная тенденция. Очень опасная тенденция. И наша задача вот это все передать следующему поколению, чтобы они не потеряли вот это чувство. Не зря я, будучи секретарем Совета Безопасности нашей страны, проводил зорницу так называемую, Союз Иссык-Куль 2007, Союз Иссык-Куль 2008. Эти подростки 7, 8, 9, 10 классов из Армении, с Белоруссии, с России, с Таджикистана, с Казахстана, вы знаете, как они чувствовали себя единой командой? Плакать хочется. Неужели мы всего этого потеряем? Тогда можно сразу писать, человек потерял самого себя, если у нас эти чувства не будут сохранены. Вот вас не пугает уровень национализма? Уровень национализма. Я разговаривала со многими людьми в течение этого времени, и годовщина восстания 2016 года, и от многих я слышала, что Россия нас оккупировала, что мы выступили против царской России, против гнета, и на самом-то деле это принимает масштабы устойчивой тенденции. И я понимаю, вот я лично себя поймала на мысли, что я не воспринимаю это как Россию ту, в которой я не жила никогда, а я воспринимаю это по отношению к себе. Я, честно говоря, немножко как-то так... Этнически воспринимаю. Да, я не ожидала от себя вот этой вот реакции. Вдруг мне стало как-то так, мне что-то резануло. Некомфортно. Я всю жизнь прожила здесь, и никогда не ассоциировала себя даже с той частью Советского не Союза. Не надо путать национализм с патриотизмом. Нет, мне вот это беспокоит. Я думаю, если, например, вырастет такое поколение, которое будет воспринимать себя обособленно, например, от всех, и, например, тенденции Прибалтики, тенденции Украины, а на самом деле не вижу. Нет, надо это посмотреть с исторической точки зрения. Исторической точки зрения прибалтийские государства, они были самостоятельными государствами. У них была своя традиция. Кыргызстан – это уникальное государство. В 1917 году, когда Великая Октябрьская революция произошла, это на благо, это на счастье кыргызского народа. Не будь Великой Октябрьской революции, я сомневаюсь, что Кыргызстан сегодня мог бы стать аграрно-индустриальным государством. Мог бы стать самостоятельным государством. Это очень большой вопрос. Вот эти лжепатриоты, они должны знать об этом. Если они обучались где-то там и понимали, и воспринимали историю, изучали так, как они преподавали, они глубоко заблуждаются. Великая Октябрьская революция – это счастье для кыргызского народа. Благодаря этой революции, потом благодаря Советскому Союзу, Кыргызстан стал самостоятельным государством, Кыргызстан стал тем, кем сегодня является. Мощнейший потенциал. Научно-культурный потенциал. Это все благодаря Советскому Союзу.
И пинать, и плевать на свое прошлое большого ума не надо. Ну, в принципе, они же не советское прошлое, на прошлое царской России. Но царская Россия, пускай даже царская Россия, и благодаря царской России не бывает так. Муж и жена тоже ругаются. В результате страдают дети. Правильно? Ни муж, ни жена не страдают, а страдают дети. Поэтому царская Россия, что дала царская Россия кыргызскому народу? Потом, что было в минусах во взаимоотношениях? Безусловно, недопонимание, недооценки какие-то там. Если вы имеете в виду 16-й год, 16. ну а что, вы думаете, в царской России все русские жили нормально, хорошо? Да нет, конечно, мне... Крепостное крестьянство в России. Я учился в Российской Федерации. Старейший город Тверь. Калинин тогда. Я закончил как раз историю государства. И Карамзина, и Соловьева. Понимаете, мы изучали. И Ключевского, пожалуйста. Вперед правления. Каких царей? Какие бунты, какие невзгоды были? Или Шолоховский Тихий Дон. Это же страшная трагедия целого народа. Это страшная трагедия. Что происходило там, не дай бог ни одному народу. Поэтому обвинять целое государство или обвинять целый народ в зависимости от какого-то там исторического события категорически нельзя. Лично я слышала, моя коллега мне сказала, ну это же было тогда, когда нас русские оккупировали. Я, честно говоря, то есть я понимаю, что она не ассоциирует меня никак. Это люди говорят, которые не знают историю. Я тоже понимаю, но на самом деле я слышала не от одной ее. Взрыв, вот смотрите, в Грузии, Кутаиси, взрыв, памятник павшим великим воинам во время Второй Великой Отечественной войны. Это человечно? Это античеловечно. Конечно. Это бесчеловечно. Я служил в Германии, в группе советских войск Германии. И я тогда посмотрел Трептев парк, каким умилением относится немецкий народ к советским памятникам. Я своими собственными глазами видел. Вот этот народ культурный. Народ, безусловно, имеющий право на счастье, на будущее. Они относятся к истории. Вот, я был в Хельсинки, Финляндии. Там памятник, Сенатская площадь русскому царю. Но они не считают завоевателем. Это история. Историю не надо искажать. История, она не подвластна ни под какую идеологию. История – это факты. Были. Почему? Мы, будучи депутатами, отстояли на центральной площади памятник Ленину. Ни в одном государстве, наверное, не сохранились памятники Ленину, как в Кыргызстане. В любой областной центр поезжайте, памятник Ленину. Ничего страшного, ничего зазорного в этом. Памятник Кутузову. Пожалуйста, в моем родном селе стоит памятник Кутузову. И что? Почему Кутузова? Я не знаю, там УПД назывался Управление Памирской дорогой, и перед управлением, перед конторой, перед зданием стоит памятник Кутузова, Михаила Илларионовича. Может быть, тогда дань уважения величайшему полководцу, что он практически спас Россию 1812 года. Пожалуйста. И мы должны почитать историю. Мы должны поклоняться перед историей. И мне до боли обидно, когда показывают, что ветераны Великой Отечественной войны ограбили. Это, извините меня за такое выражение, уроды настоящие. Они побили, они украли боевые награды и продали за 3-4 бутылки водки. Это разве люди? Это не люди. И точно такое же отношение у нас в Кыргызстане. Я рад, что 3 героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны, будучи секретарем Совбеза, успел при жизни подарить автомашину. ВАЗ-2107. Помните этот момент. И, к сожалению, сегодня ни одного героя не остался. Живым. Живых нету никого. Это больно. И эти чувства, наверное, передаются уже на генном уровне. Ну, во всяком случае, нам уже передались от наших отцов. Да. Безусловно. Я люблю слушать старые военные песни. Послушайте Марка Бернеса.
Ну, и тоже люблю, у нас папа любит, да. Пожалуйста, со слезами на глазах. Или, пожалуйста, Расула Гамзатова и журавли. Это какое чувство? Это какое чувство? Я не знаю, надо быть безумным животным, чтобы не чувствовать и не понимать боль и в то же время гордость за свою историю, за своих предков. Кыргызы тоже пережили очень тяжелейшие времена. Очень тяжелейшие. 16 век посмотрите, 17 век посмотрите. Да и начало 20 века посмотрите. Тогда, когда пошла братоубийственная война. Посмотрите. Посмотрите буквально в прошлом году, что произошло в Волжской Челобадской области. Это все откуда? Откуда все? Мы должны сейчас поставить точный диагноз и заниматься лечением. Бакиев это как Каддафи, его тоже нужно привлекать к международному трибуналу. Вы считаете, нужно их возвращать? Ну, вот Умбаева может говорить все, что угодно. Это же безответственность. Это полная безответственность. Это дешевый популизм, который уже народ осточертел, честно говоря. И они не дают оценку своим выступлениям. Это эмоциональная составляющая, нежели рациональная. Ну, согласен. Может, нам надо покаяться. Что вы Покаяться перед народом. Всем всей надо. власти? Все власти. Покаяться надо. Просто надо попросить прощения. Надо сделать это в день перед выборами, когда все проголосуют. Это не предмет политического торга. Потому что Это не политика, это нечто духовное, это более глубокое чувство. И надо покаяться перед народом, перед самим собой, перед Всевышним, что натворили. И надо, наверное, простить всех, и будешь прощенным. Ну так все-таки вы будете выступать за то, чтобы привлечь их к ответственности бывших президентов двух? Безнаказанность порождает зло. Каждый человек за свое преступление должен нести ответственность. Но давать оценку, это преступление или не преступление, есть отдельная ветвь власти. Они должны давать оценку. Политическая оценка, безусловно, будет дана. Ибо она не должна продолжаться до бесконечности. Ну, вот у нас есть суд, который по 7 апреля идет, вот, и можно, например... У нас суд такой суд, тогда, когда временщики пришли путем вооруженного захвата, одним декретом распустили Конституционный суд, одним декретом распустили парламент, распустили многие государственные институты. Это и как раз они породили беззаконие. Они вышли за рамки правового поля. Наша задача – надо вернуться в это правовое поле. Вернуться, восстановить доверие и должны действовать по закону, а не по понятиям. Тогда и они тоже попадают в зону ответственности? Если они попадают, то невзирая ни на какие заслуги, они должны нести ответственность. Я еще раз говорю, безнаказанность порождает зло. Ну, последний вопрос. Кого вы видите своим основным соперником на сегодняшний день? Ну, это Примерно. любой, который выдвигается, их надо благодарить, что они неравнодушны, они заслуживают уважения. Некоторых воспринимают как бы ухмылкой, я бы не стал этого делать. Я всех уважаю и каждому из них желаю удачи. Ну, вы думаете, второй тур, да? При определенном стечении обстоятельств, может быть, второго тура и не состоится. Второй тур очень опасен для Кыргызстана. Почему вы думаете, что... Как вы сами подчеркнули, значит, чисто регионализм, региональные какие-то там противостояния, второй тур как раз может и послужить детонатором того, чего в последнее время пытаемся завуалировать. Это очень опасный момент. Тогда уже итоги выборов могут быть непредсказуемыми. Это очень опасная тенденция. Мне бы очень не хотелось. Пусть даже я не выиграю,
Но мне, как гражданину своего государства, патриоту своей страны, мне бы этого не хотелось. Пусть кто-нибудь выиграет, лишь бы страна осталась единой, неделимой, сильной. Ну, мне кажется, при таком количестве кандидатов слишком много будет. Но это такие количество кандидатов, это не означает, что все они будут принимать участие. Все равно 43-20 будет принимать Нет, участие. Думаете, нет. Максимум останутся 7-8 человек. Посмотрим. То есть такой будет отсев. Ну, до половины уйдет. Многие выступают ради того, чтобы не забывать, что я тоже есть. Будем говорить откровенно. В общем, да, наверное. Сейчас никакого труда не составляет. Возьми лист бумаги, напиши в Центральной избирательной комиссии, что я хочу баллотироваться на пост должности президента Кыргызской республики. И все. Больше ничего не требуется. Все начинается потом. Сбор подписей. А вы уже проводите? Что? Подписи? Вы уже Ну, одним из первых, наверное, уже сдали? заканчивая, мы сами проверяем, чтобы было все так, как требует законодательство. Мы одним из первых, наверное, закончим. Но жеребьевки же еще на экзамен по госязыку не было. Жеребьевки еще не было, а государственный экзамен. Вы думаете, что это представляет опасность? Нет, я думаю, что не для вас. Ну, не для меня или для кого-то. Но если человек идет на такой высокий пост, он должен быть подготовленным. Естественно. Я думаю, что кандидаты не должны бояться от этого экзамена. Я думаю, что по-любому в числе фаворитов. Вот. Другое дело, как мы подойдем к 30 октября. До этого еще с вами В едином порыве, с большим энтузиазмом, огромной надеждой и колоссальной поддержкой народа подойдем. Я это знаю. Пусть вам все помогает. Спасибо. Потому что вам спасибо. Спасибо.